Журналист и писатель Мехмед Али Онел поделился публикацией в Твиттер под заголовком «Выдержит ли сердце мое состояние?», чтобы обратить внимание общества на геноцид уйгурского народа. Тюрка из Восточного Туркестана, которого отправили в концлагерь, передали его семье в тяжелом состоянии. В 21 веке совершается уничтожение целой нации, а мир просто наблюдает. С каждым днем умирает все больше людей, пишет Али Онел. Согласно отчетам международных организаций, за последние 6 лет Китай отправил в так называемые центры профессиональной подготовки не менее 8 миллионов человек. В момент, когда нарушение прав человека и геноцид уйгуров остаются на повестке дня мирового сообщества, представитель Республиканской народной партии Турции в США Юртер Özcan опубликовал доклад под заголовком «Восточный Туркестан. Уйгуры. История, идентичность и политика», в котором осудил Анкару за отсутствие соответствующих решений в отношении Китая. Юртер Özcan привел примеры выступлений нынешнего президента, сказанные им после столкновений между уйгурами и этническими китайцами в столице Урумчи в 2009 году. Эрдоган, который на тот момент занимал пост премьер-министра, назвал событие геноцидом, но в последние годы смягчил свою позицию. 6 октября 39 стран, большинство из которых составили западные страны, подписали совместное обращение к властям Китая с требованием прекратить геноцид уйгуров и освободить людей, содержащихся в лагерях перевоспитания. Подписи Турции под этим обращением нет, отмечается в докладе. Кроме этого, в документе проводится обзор экономических отношений между Турцией и Китаем. В отчет также включена информация о том, что уйгуры имеют различные общественные и политические организации, целью которых является независимость Восточного Туркестана, который Китай называет Синьцзянем. Уйгуры, составляющие большинство коренного населения региона, борются против китайских оккупантов, которые пытаются изменить демографическую структуру Восточного Туркестана путем вытеснения местных жителей и переселения на их земли этнических китайцев. В США гражданин Сингапура был приговорен к 16 месяцам тюремного заключения за шпионаж в пользу Китая. Согласно новостям Channel News Asia, гражданина Сингапура по имени Цзун Вэй Эо обвинили в подготовке отчетов для китайской разведки через созданную им в США в 2014 году фирму политических консультаций для американских граждан, имеющих доступ к секретной информации. Эо, который был задержан 7 октября прошлого года, получил 16 месяцев вместо 30 за признание своей вины и сотрудничество с прокуратурой. Цзун Вэй Эо разместил вакансии о приеме на работу, и большинство откликнувшихся на объявление работали ранее в госорганах США и имели доступ к секретной информации. В частности, он пытался завербовать граждан США, работавших над проектом истребителей F-35B, военных, которые служили в Афганистане, и сотрудников Министерства иностранных дел. Бельгийские операторы сотовой связи Orange Belgium и Promixus отказались от оборудования китайской Huawei для сетей 5G и постепенно заменят его на оборудование европейских компаний Ericsson и Nokia. Orange Belgium выбрала Nokia для поэтапного обновления существующей сети мобильной связи и развертывания 5G, говорится в сообщении компании, опубликованном в пятницу. В документе подчеркивается, что выбор был сделан в результате длительного и углубленного процесса сравнивания технологических, операционных и финансовых критериев. В июле этого года правительство Великобритании объявило о полном отказе от оборудования Huawei к 2027 году. В целях усиления обороны и противодействия растущей угрозе со стороны Китая и КНДР, Япония решила увеличить количество боевых самолетов F-35. Министерство обороны Японии рассматривает возможность размещения на базах в Мисави новых современных истребителей-невидимок F-35A, которые используются совместно с США в штате Аомори, сообщает газета «Японское время». Ранее администрация Токио объявила о своем плане закупить 147 истребителей F-35 для замены аварийных F-16.